Это самый сложный путь. Все, вы приняли решение, стали сетевиком. Теперь у вас есть второй путь. Вам нужно изучить компанию. Например, история сетевого бизнеса. Есть 5 видов маркетинга. Например, самый первый это классический. Помните? Компания Amway, Oriflame, Herbalife. Это те компании, которые создавались 50 лет, 100 лет назад почти. Ну, они реально так создавались. И этот маркетинг создавался в это время. Это называется классика. Классический маркетинг. Второй маркетинг называется матрица. Матрица это где есть финансовые пирамиды. Большинство финансовых пирамиды, которые людей плохо делают, есть, к сожалению, где есть хорошо, всегда есть плохо. Потому что не все традиционные бизнесы идут на удачно. Согласны? Не все традиционные бизнесы идут всегда на плюс. И традиционных бизнесов есть тоже минус. Банкротство тоже есть. Но об этом люди не говорят. А сетевом, конечно, надо говорить. Потому что легко обвинять. Где легко обвиняется, там и можно, но это нормально. Потому что, например, когда я тоже приходила в сетевой, многие люди мне уговаривали наоборот. Не надо, Кристина, моя мама там столько-то денег потеряла. Тебе не надо сетевой бизнес. Я говорю, это ее опыт. Это же не мой опыт. Правильно? Это же ее мамин опыт. Не моя опыт. Ее мама в какой-то компании потеряла деньги. Это не означает, что моя судьба так пойдет. Понимаете, да? Опыт. Люди вынуждают мышление делать такое, что вот это плохо, вот это. Вы должны сами изучить. Есть матрица. Ну и в матрице тоже нормальные компании есть. Я не скажу, что прямо матрица плохо, но большинство компаний свою систему делают матрицы, но которые нету продуктов. Третий маркетинг это бинарный маркетинг. 20 лет назад начался в мире работать бинарный маркетинг. Это когда, знаете, 2 человека приглашают. Классика это когда в первой линии 5 человек приглашают. Поэтому сетевые лидеры, которые достигли успеха, они решили дать возможность людям, они сами же создали именно вот эту бинарную систему, чтобы было не 5, а 2. И вот это называется в последнее время, за то, что появилась бинарная система, очень много миллионеров появились. Сейчас есть сайт Business for Home. В этом сайте можно посмотреть мировые статистики чеков, компаний и так далее. Первые 10 чеков мира раньше было только классические компании, то сейчас уже более 50% статистика занимает бинарные компании, потому что бинар это упрощенный маркетинг. Старайтесь выбирать бинарный маркетинг, она упрощенная. Что я и сделала в Energy Max, выбрав Energy Max, это означает, что у него есть точно бинар. Без бинара мы достигать больших успехов не сможем. Ну и другие виды есть в маркетинге, но основной вот маркетинг. Теперь ценность компании, вот вам нужно изучить компанию. Когда вы приходите к какой-нибудь сетевой компании, вам нужно его изучить. Ценность компании, что за компания, кто учредители, что за история, какие цели компании. Это очень важно, потому что вы будете его завтра продвигать. Если вы эту компанию не знаете, как вы будете отвечать людям на вопросы? Теперь смотрите, старайтесь выбирать самые компании, где есть где есть продукт. Где нету продукции, сама ценность продукта, ценность компании нету, очень сложно бывает. Очень сложно. И это идет всегда почти 100% нехорошим результатом в конец. Поэтому второй, третий, четвертый момент. Многие люди приходят в сетевой бизнес ради того, чтобы за полгода, за год достичь больших успехов. Это бывает, но очень редко. В каких моментах это бывает? Например, человек, если он живет в Индии, а в Индии это 17% мирового населения, 1,5 миллиарда людей живут. Статистика. В Китае то же самое, 1,5 миллиарда людей живут. У них обоих есть закон сетевой индустрии. В Индии, например, есть свой закон отдельный. Сетевики, у них есть защита. Вот не может каждый человек сетевика обвинять, потому что по законодательству у них есть защита полностью, защита потребителей и так далее. Поэтому именно в тех странах, где населения много, человек может успешный быть за 2 месяца даже. Но его нужно сохранять. Поэтому
чем быстрее вы хотите достичь успеха, это вас мотивирует, но это не означает, что вы за полгода станете миллионером. Как нужно стать миллионером в сети? Первое. Вот вы выбрали компанию. Вот вы выбрали компанию сейчас. Изучили компанию, выбрали компанию. Почему я выбрала Energy? Потому что есть все, что вот показатели. Первый – это компания. Второй, что у них есть заводы, клинические исследования, базовые документы есть, чтобы мог показать, изучить. И в том, что это международный проект. Для меня проект, который работает только в одной стране, я не могу присутствовать. А это международный. С первого дня это в многих странах. Вот это меня очень сильно вдохновило. И теперь любую компанию, какой бы компанию, вот смотрите, многие люди идут в сетевом бизнесе в разные компании. С одной компании в другой, с другой компании в другой. Бывают такие случаи? В год уже 10 компаний прошло. Но нету денег, нету результата. Почему? Я же сам помните, самый первый раз. Компания не важна. Компания не важна. В любом компании можно достичь успеха. Все от вас зависит. Первый сетевой бизнес – это бизнес-отношения. Это бизнес-отношения. Профессиональные сетевики владеют 5 профессиями. Первая профессия – это полностью психологическая работа. Потому что представьте, завтра к вам придет человек, например, девушка Алена, 30 лет, финансовый кризис, например, да, еще внутренние блоки есть. И как этот человек вот поверил вам, оплатил там $1000, например, подписался, и он говорит, я хочу стать успешным, вам говорит. Ваша задача, что делать это, Алена? Успешный. Понимаете, да, это же сложно же. Я не знаю, до 30 лет, что она думала, какие у нее цели и так далее, правильно же? И вот тогда вам приходится включать психологию, чтобы изменить мышление. Второй момент – знание продукции, знание нутрициологии, знание организма человека полностью. Вторая профессия идет. Как не крутить, нужно изучить именно здоровье человека. Третий момент – это быть бухгалтером, финансистом. Потому что вы будете работать с финансами, деньгами, будете управлять деньгами, вам нужно быть финансистом. И, конечно же, учителем. Потому что вам нужно обучать. И 5-я профессия, вам нужно стать коуч-тренером. Выступать. Это самое сложное. Согласны? Самое сложное выступать. Вот 5 черта основного профессионального сетевика, который у него есть. Теперь, как только вы пришли в сетевой бизнес, вы изучаете, выбираете компанию. Все. Выбрали компанию. Второй шаг. Вам нужно сделать список знакомых. Потому что вам нужно создать свою команду. Свою команду, которую вы хотите. Список знакомых делается в 2 списках. Первый – холодный контакт и теплый контакт. Что такое теплый контакт и холодный контакт? Смотрите, холодный контакт – это людей, которые я сильно не знаю. Туда не входят родственники. Друзья с детства не входят. Туда входят люди, которые мы знаем, но не так сильно знаем. Кто-то знакомый и так далее. Теплый контакт – это все родственники, всех, кого я знаю, всех знаю. И вот самый сложный контакт, знаете какой? Теплый. Почему? Потому что я, когда пришла в сетевой бизнес, я поехала сразу ко всем родственникам. Все, у меня глаза горящие, о, классно, все, пойду расскажу всем. И как они мне сказали, ты что, больная что ли, какой сетевой бизнес? С работы уволишься, убью. Вот такой ответ я получила. Я поняла, что это самый сложный контакт. И когда я заработал самый первый $1 миллион, знаете, как они меня любили? Прямо на руках носили каждую свадьбу, то их там сидели, я самый почетный гость. Сейчас до сегодняшнего дня. А когда я приходила, давайте, и сейчас, знаете, что говорят мне родственники? Давай я к
тебе пойду. Я говорю, я вас никогда не возьму в команду. Потому что вы сейчас подпишетесь, вы никого не будете приглашать, и вы будете ждать, или вы будете обвинять меня. Я с вами не буду работать, сказал. Если хотите, пожалуйста, приезжайте в офис, вот у меня и команда есть, подпишитесь под кого-нибудь, они вас научат и так далее. Вот смотрите, когда вы создаете список, первая ваша задача приготовить для себя к бизнесу. Все, вы нашли компанию, у вас есть определенный список. Третий шаг – это подготовка к презентации. Все. Теперь вы себя готовите к презентации. Знаете, самая большая ошибка людей. Когда человек дает информацию о сетевом бизнесе, о компании, какую он делает ошибку? Он чувствует себя виноватым. Не знаю, многие люди так делают, боятся. И многие люди, когда кому-то что-то рассказывают, стесняются. Этот бизнес называется информационным, дорогие мои. Мы даем людям информацию. Я рассказываю про Максим. Подпишется он, не подпишется, все равно. Я должна качественно рассказать свою работу делать. Если я выступаю, я рассказываю свою тему и все. Это информация, информационный бизнес. Вы тоже этим занимаетесь. А некоторые люди, когда рассказывают свою компанию, они чувствуют, стесняются, что это сетевой бизнес. Но это, знаете, это вот ваше вот это все внутреннее состояние мышления, они мешают вам делать успех. Вы же пришли в сетевом бизнес, вы же стали партнером, вы сделали список знакомых. Теперь ваша задача просто подготовить себя к презентации. Презентация как должна быть? Первое, знакомство с компанией. Вы рассказываете, вот Energy Max, например. Ну, например, Energy Max, наша компания, в которой вы работаете. Разницы нету, какой компании. Теперь мы рассказываем, что за компания, какие заводы, что есть. О компании рассказали. Потом продукция. Какой продукции, для чего они нужны? У каждого человека нужен хороший продукт. Даже если вы не будете предлагать этот продукт, он пойдет к другой продукту. Вот секрет. И вот здесь вы рассказываете продукции, потом идет маркетинг. Маркетинг. Так, маркетинг мы рассказали. Вот общая информация в течение 30 минут должна быть. Максимум. Все, максимум. Максимум до 30 минут. Вот здесь вы уже подготовили свой бизнес. Многие люди думают, что когда человек приходит в сетевой бизнес, он будет таскать тяжелый груз, убираться, там, очень тяжелую физическую работу доставляет. На самом деле в сетевом бизнесе вам нужно просто много говорить. Просто много информации давать. Чем больше люди соберутся, тем профессионально вы расскажете, тем больше ваша команда будет расти. Все. Если вы, например, с человеком встретились, рассказали ему, подпишется, не подпишется, вас задача рассказать. Чтобы заработать первый $1 миллион, нас учили так, что минус 50. Я думаю, что в Якутии холодно зимой, правильно? В Улан-Баторе тоже холодно, но Якутия рядом не стоит, Улан-Батор рядом не стоит. Минус 35-40 градусов у нас в среднем городе. Да. И нас на улице выгоняли, мы все выходили на улицу, приглашали людей. Потому что у меня был страх. Кого-то приглашать, я думала, страшно. И мне приходилось на улице там кого-то приглашать, приходили в офис, злые там люди, что вы хотите от нас? И мы еле-еле рассказывали информацию. Вот так нас учили. И знаете, сколько я человек вырастила за свою карьеру до первого успеха? 3000 человек. Из них знаете, сколько человек мне отказали? 90%. 2700 человек примерно, я не могу точно там сказать, но я знаю, сколько мне отказали, потому что каждый человек мне было больно. Одного человека приглашаешь, нет, не буду. Второго приглашаешь, нет, не буду, нет. Это снова знает. Вы знаете, я уже привыкла к этим словам. И знаете, мне даже сейчас, если кто-то скажет нет, мне не будет больно. Понимаете, да? И даже, знаете, она не будет мне как-то на мое состояние влиять. Потому что это нормально. Нормально. Если вам говорят, что нет, это нормально. Чем больше вы приглашаете, чем больше людьми вы встречаетесь, чем больше вы рассказываете информацию, вы становитесь
больше опытны. Например, вы боксер. Вот вы стали сегодня боксером. Вышли на ринг. И вас сразу нокаутом ударил. Все, ничего не помните. И вас нету. Проиграли. И прошло какое-то время, вы еще раз вышли на ринг. Еще раз нокаут. Как вы думаете, на 500-й раз вы обязательно нокаут, что ли, должна быть? Вы уже будете вот так бегать, не сразу же. Вот так, вот так, вот так. Правильно же? Немножко вот движение уже более профессионально. И начнете уже отвечать надо же. Понимаете? И когда вам говорит человек нет, это не означает, что нет. Это защитная реакция. И не получается всегда с первого раза. Поэтому смотрите, когда вы кого-то приглашаете, просто вам нужно что делать? Легко, профессионально дать информацию. Все. Все. Вот здесь вы рассказали информацию. Вот. Вот вы пригласили, там список людей сделали, я не знаю, сколько у кого список, у кого-то 100 списков. А некоторые люди говорят, а у меня нету 100 списков, или там 50 списков. Я говорю, напиши, пожалуйста, свой 50 список. А он говорит, нету, Кристина. А я говорю, сделаем завтра твою свадьбу. Посмотрим, сколько человек приедет. Или юбилей. Понимаете, да? У всех есть люди, которые знают. Раз, два, третий путь. Четвертый путь. Вы уже кого-то, у вас есть список, подготавливаете презентацию, четвертый путь, уже у вас кто-то появился. Первый человек. Вот первый человек. Вы уже кто? Спонсор. Это вы, и у вас появился первый человек. Например, Алена. Вот ваш первый человек, Алена. Алена что-то понравилось, и, в общем, она стала вашим партнером. Вот ваш личник. Вот Алена пришла к вам. Теперь вы являетесь полноценным кто? Спонсоры. Здесь есть в зале кто спонсоры? Поднимите руки. Ох, спонсоры. Есть 3 вида спонсоров. Первый вид спонсор, ну просто давайте по птицам. Птица – кукушка. Кукушка, птица, когда рождается ребенок, бросает ребенка в чужой дом и улетает. Есть большинство спонсорских работ, спонсоров. Они что делают? Как птица-кукушка. Человека красивые слова говорят, деньги забирают, подписывают. Слава Богу, если продукт даст, и до свидания. Не общается, ничего. Вот Алена подписался, ничего не знает, спонсор подписал, ура, ура, и на этом ура закончился. Это называется спонсор-кукушка. Второй спонсор называется курица. Что делает курица? Курица за всех переживает. Алена подписала, Алена никого не может подписать. Давай я тебе другого найду, Аленочка, давай я про тебя подпишу. Алена продукт хочет получить, давай я сбегаю в офис за твоим продуктом. Есть такие спонсоры? Есть? За всех переживает, но он же один, бедный курица. И что делает? Задыхается. И один день нашего курицы нету. В офисе нету. Нигде нету. Только на один день. И все на эту курицу обижаются. Пропал наш спонсор. Не бросила нас, не любит нас. Но она же просто бедная, устала, лежала дома, Господи. Один день-то можно? Нет, всех надо, зависимость. Вот это зависимые спонсоры, это самая страшная вещь. Хуже, чем кукушки. Кукушка так вот бросила, уехала там куда-нибудь, в другую компанию, например. А этот-то ходит, за всех делает и не дает расти человеку. Понимаете, да? Вот это называется спонсор курица. Мы все были курицами, поверьте мне. Я знаете, сколько лет была курицей? Вот до сих пор кто-то курица есть. И третий вид спонсора. Третий вид спонсора – это человек, называется как птицам орел. Что делает орел? Чтобы научить детей своих лететь, он бросает со скалы. И ребенок перед смертью забирает, еще раз бросает. Еще раз так, чтобы научился летать. Теперь что делает орел? Орел подписывает Алену
например. Рассказывайте ей о компании, чтобы она все знала. Делает вместе с ней список знакомых, чтобы она знала, как делать списки, вот это. Потом научила ее, что делать? Презентацию читать на сценах. Ваша рабочая зона называется только сцена. Пока вы не видите на сцену, не будете рассказывать ни компании там и так далее, я не знаю, разные темы же есть в сети. Вы не сетевик, вы наблюдатель. Наблюдатели страшные люди, они могут 50 лет быть в сети. Понимаете, они наблюдатели, везде есть. Это вот немножко беременные. Да, поэтому, смотрите, наблюдателем нельзя быть, когда деньги не придут большие, время зря потратили. Поэтому вы научили Лену, что делать, Алену? Чтобы она выступала. За неделю максимум срок. Через неделю ваша Лена должна знать компанию, продукцию, маркетинг, выступать, список знакомых, уже приглашать, уже спокойно что делает. Все. В это время работа с спонсором. Спонсор – это человек, который развивает свою команду. Ты уже Лену что сделал? Как себе сделал? Теперь что надо? Со скалы? Бросать? Определенное время, пускай она самостоятельно работает. А если, например, Лена говорит, вот, я пригласила одного топового лидера, не могу с ней разговаривать, помоги, пожалуйста. Пожалуйста. Спонсор что должен делать? Поехать, встречу делать. Встреча тет-а-тет. Когда вы кого-то пригласили на одну встречу, например, на одного человека, всегда 2 против 1 должна быть. Это означает, что энергетика. Если вы кого-то серьезного, который ставите большую ставку, ставите большую возможность, да, думаешь, что вот этот лидер станет, а он станет успешным, я хочу с ним работать, то обязательно приходите вместе с спонсором. Или наставником, или лидером, чтобы этот лидер рядом сидел, давал вот эту энергетику. 2 против 1. Если кто-то знает, наблюдали, когда сетевые лидеры встречаются, всегда встречаются 2 против 2 человека приходят против вас. Это все работа психологии идет. Теперь, вот вы Алену научили. Теперь Алена что? Она знает. Она пригласила Сашу. Теперь у вас стало что? Вы были спонсором, теперь у вас трое. Это означает, у вас есть команда. После 3 человека у вас есть что? Команда. Но это не означает, что это полноценная команда. Что такое сетевая команда? Когда каждый член команды зарабатывает деньги, это называется команда. Когда ваша команда не зарабатывает деньги, люди, большинство процентов, это называется группа людей. Получается, что если ваша команда не зарабатывает деньги, вы не думаете, что у вас есть команда. Это группа людей. Поэтому для того, чтобы ваша команда зарабатывала, вам нужно фундамент очень хорошо поставить. Теперь к вам пришел Саша. Что будем с Сашей делать? Как? Так, теперь Сашу как нужно учить? За неделю что мы должны делать? Кто будет учить Сашу? Если Алена не может, вы можете подключиться? Все. Обучаем Алену, вы вдвоем с Сашей. Что Саша учит? Компании. Но перед этим Саша и Алена что должно было быть? Принятие решения. Это работа после принятия решения. Это работа после принятия решения. Все. Сашу подключили. Вот так идет дубликация. Система дубликации самая успешная система в мире. Вот среди сетевых бизнесов и других тоже. Вот здесь у вас уже дубликация. Чем уже идет команда. Уже команда образования идет. Теперь уже у вас есть команда, которая работает, делает дальше. Есть сетевики, которые делают моментальный успех. Таких сетевиков в каждой стране, в каждом городе. Я всегда об этом говорю. Что пришел какой-то компания, ура, 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 сделал определенные там 2-3 тысячи долларов чек, закрыл какой-то статус и все на этом стоит. Дальше не идет. Бывают такие случаи. Моментальный результат супер-супер и все. Это означает, что этот человек не вырос до лидера. Вот именно вы не выросли до лидера.
Здесь уже идет лидерская работа должна быть. Ура, ура, это вот здесь. Ура, ура, это вот здесь. Вот здесь система. Хорошо, если вы вот эту систему поставите. Теперь следующий шаг. У вас есть команда. Вы уже идете к работе, к лидерству. Уже идет лидерская работа. Но я хотела бы вас спросить. У вас есть Алена и Саша. Ладно, мы сетевую работу сделали. Это можно сделать. Но еще какую работу вы должны делать так, чтобы Алена и Саша был успешное мышление, успешное состояние? Лидерский плюс что нужно? Я бы на вашем месте что мы делали? Посадили бы Алену и Сашу, заставили бы писать 50 желаний, вместе сделали с Сашей Аленой коллаж мечты, правильно? Чтобы у них была мечта и цели, чтобы они научились каждый день писать свои цели, чтобы они прочитали такие книги, как Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», знали книгу «Сила подсознания», чтобы подсознание меняло мышление. И вот это вот фундамент, сама вот эта психологическая работа, это фундамент идет. А это идет механическая работа. Но это вот система, это называется система. Вот здесь уже Алена обучает Сашу. Как правильно писать свои цели. Как правильно писать свои желания. Как сделать коллаж мечты. Как знать о компании. Как вообще делать списки. Вот так делается работа, сама системная работа. После того, как у вас есть определенная группа, ваша задача открыть самые большие уши. Чем больше большие уши, тем большой статус. Чем больше вы говорите, тем меньше статус. Среди команды. Выступать это отдельно, это рабочая зона. Чем больше выступаете, чем больше в вашем офисе идет презентация, продукция, маркетинг, в день там 5 раз, в день там 10 раз, тем больше чеки будет. Это должна лидерская работа. Если, например, у меня команда там в Монголии, например, чеки падают, я всех лидеров созываю, все, начинаем заново. И раз вы не могли до этого уровня, дошли до бриллианта, например, у вас чеки нету, значит заново надо. Что мы делаем? Приглашаем людей, приглашаем команду, заново читаем продукт-маркетинг, 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 даем информацию, заново команду собираем. Вот так надо работать, а не просто сидеть ждать. Многие лидеры какую ошибку делают? Сидеть, ждет. Вот, например, Алена пригласил, Сашу пригласил, и ждешь, когда они будут работать. Когда они сделают вас миллионером. Они тоже ждут. Когда кто-нибудь придет и сделает меня миллионером. И миф о том, что люди становятся успешными в сетевом бизнесе, это ожидание. Я, например, бриллиантовый директор, у меня 42 тысячи человек команда, но у меня есть планы открывать 5 стран минимум в этом году. Не потому, что мне нужны деньги и чеки, потому что это работа, это развитие, это так и должна быть. И на сегодняшний момент самое большое ожидание, когда человек подписал кого-то и ждет, это самая большая ошибка, это крах. Поэтому, чтобы у вас было всегда чеки, всегда команда, в любом бизнесе, Energy Max, другой компании, чтобы у вас была всегда вплоченная команда на всю жизнь, вам нужно поставить эту команду. Но для того, чтобы команда вас уважала, у вас должна быть большая уши, чтобы слушать каждого человека в команде. Когда вы научитесь слушать людей, истинно, не просто вот там послушал что-то, послушал вот так. Потому что чем больше статус, тем больше эго растет. Чем больше деньги зарабатываешь, тем больше эго растет. Потом, к сожалению, вы уже не узнаете своих людей. Ни Алену, ни Сашу не узнаете. Понимаете? Потому что у вас эго растет. Эго, знаете, что такое, да? Это страшная вещь. Вот именно эго – это разрушение. Его нужно контролировать, чтобы он вас не контролировал. Поэтому, когда у вас команда растет, чем больше команда, тем нужно быть скромнее. Чем больше чеки, тем нужно быть скромнее. Если вы не хотите, помните, в прошлом раз мы рисовали горы, чтобы у вас жизнь постоянно, каждый месяц какие-то проблемы не приходили, нам нужно состояние держать в одном уровне. То же самое. В сетевом бизнесе человек, который умеет слушать, он создает большую команду. Человек, который умеет чувствовать, вот чувствовать свою команду. Например, сегодня что-то делает, что-то как.
может с ней поговорить, может быть, Саша мне там что-то там, может быть, там Дима хочет какой-то офис открыть, может быть, кто-то хочет поехать в регион. Каждый раз нужно иметь коммуникацию, общение, отношения иметь. Вот что, чем держится сетевой бизнес. Именно в отношениях. Именно, знаете, вот вы пригласите любого сетевика или любого человека, который хочет с вами работать, да? Ему понравился продукт, ему понравилась компания, ему понравилась вот эта идея, но перед тем, как этот человек решение делает, подписаться ли в этой компании или нет, ему все понравилось. Все, осталось просто деньги отдать. И дальше работать. Он смотрит на вас. На вас смотрит. А мне с ним можно работать или нет? Согласны? Да. Вот. В конечном итоге это все от вас зависит, дорогие мои. Если вы кого-то пригласили, рассказали все, это все от вас зависит. Поэтому я хочу вот дальше развивать эту тему вопросами и ответами, потому что я знаю, что у многих людей есть вопросы касаемо сетевого бизнеса. Для этого же я приехала в Якутию. У кого есть вопросы, вот мы всего 5 человек дадим возможность задать вопросы и дальше продолжим тему. Хорошо? Чтобы мы не потеряли какие вот, у кого-то может быть истинные вопросы по сетевому бизнесу. Именно. Пожалуйста, у кого-то не получается, или какие-то есть препятствия. Есть вопросы, пожалуйста. Мы сейчас вот эту тему закрываем и дальше тему лидерства проводим. Тему сетевого бизнеса мы закрываем сейчас. Пожалуйста. Что, нету? Своими партнерам, которые далеко от вас. Как давать им задания, как их конкретно реагировать? Вот смотрите, очень хороший вопрос. Как вы общаетесь с теми людьми, которые далеко от вас, правильно? Например, я всегда работала на земле. Просто вот это Инстаграм, интернет, это не мое. Мне нравится пощупать, посмотреть человека. Вот так я работаю. Самая большая моя сцена — это 25 тысяч человек. Вступаем, да, 25 тысяч человек, спокойно мы можем работать. Но как только появился вот именно пандемия, ну вообще вот эта эра интернета, да, не только пандемия, физически ты не успеваешь и приходится работать через онлайн.